Творческое объединение «Близнецы» и компания «Ова Медиа» представляют Константин Куцевалов, Сылдыс Калынду и Алча Оржак в Шуде-шоу «Тувинское время». Итак, друзья, вы смотрите Шуде-шоу «Тувинское время». Меня зовут Сылдыс Калынду, рядом со мной мои прекрасные соведущие. Это Алча Оржак, это Константин Куцевалов, и у нас сегодня очень хорошая, красивая, талантливая гостья Байлак Мангуш. Давайте поприветствуем. Да, ребят? Привет всем и привет, Байлак. Да, все вы знаете всем. Байлак. Мы очень рады. Она очень талантливый музыкант. Я тоже очень рада, что меня пригласили сегодня. Да там просто другого человека приглашали, да она отскочила. Да нет, я так и знала. Нет, мы изначально тебя планировали пригласить. Просто Спасибо. это должно было произойти чуть, наверное, позже. Но мы по алфавиту мы решили, что у тебя сегодня... точнее, мы узнали, что у тебя сегодня свободно и как бы по графику. И вот мы решили тебя пригласить. И вот у меня сразу первый вопрос. Какие планы? Что нового? Сейчас у меня такой период, подвела Сложный. итоги, да, сложный, подвела итоги ушедшего года, и сейчас набираю обороты, и все идет по плану, все очень хорошо, силы есть, впереди очень много целей, этот год будет, мне кажется, таким для меня особенным. Ну, пока не буду раскрывать, но есть. Ты прям как истинный депутат говоришь. Все было хорошо. Набирать обороты это хорошо, только не как Сылдыс. Уба! Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Давайте вот, что тебя волнует? Расскажи нам какую-то вот ситуацию. Может, хочешь какой-то вопрос поднять? То, что тебя волнует. Ну, в этом году почему-то заметила что меня волнует проблема сажи в Кызыле. Только в этом году? Да. Как бы до этого вообще... Мне кажется, раньше просто у меня не было времени, что ли, чтобы это замечать, Поднимать думать об этом. Сейчас, мне кажется, это слишком Просто ты, для... наверное, в этом году купила белые вещи. Хотя в рекламе же говорили, белые не надевать. В рекламе сажи? Опять мимо, да? В рекламе ТЭЦ не надевать белое. Кызыльская ТЭЦ, только не белая. Сотрудники белые не надевать. Дресс-код у них в ТЭЦ. Я заметил проблему Саши, когда печку начал топить 2 года назад. А так мне было тоже, как бы, ну, не замечал. Ну, сажа это... Я думаю, что это уже неотъемлемая часть города Кызыла. Как мусор. Да. Ну, не совсем, да? Мусор-то сейчас начали убирать, да, благоустройство вместо ТТБО. как злостно. Мы такой мостик с прошлой передачи, да, наводим. Нет, просто понимаете, что центр города Кызыла, он находится в капкане вот этой вот сажи. Знаете почему? Потому что если ветер дует слева, да, там со стороны Сукпака, несет именно от дач. Это какой ветер? С юго-запада? Какой ветер? Оттуда. Западный ветер. Короче, с дачи, если ветер Дачный. идет, Какой ветер? несет сажу вот в центр, в город. И если, допустим, ветер дует с Кайхема, также сажа идет с Кайхема. Ну и в центре города тоже немало частного сектора, который Я выделяет. понял, если с Карахака, то сажа с Карахака. Короче, надо позвонить в службу ветра, сказать, вы можете поменять направление ветра С центра, чтобы дул в Мне кажется, разные мы стороны. забыли про Байлак. Я вот уже думаю, надо куда-то ехать зимовать в следующем году, Ну, вот, есть люди, которые ездят в где Таиланд, чистый воздух. Вьетнам, Таиланд. там зимуют, чтобы сажей не дышать в Кызыле, таких людей становится все больше. И будет, наверное, скоро, может быть, так лет через 50. В Кызыле зимой вообще никого. Это Тогда и сажи не будет. Ну, Нет, ну смотри, если... кстати, про налоги видели, хотят утвердить новый какой-то закон про 4% налога тем, кто... холостякам, да, холостякам. не замужем. Это вообще замечательная штука. То есть ты после 25 лет, если ты не обзавелся семьей и работой, тебя облагает 4% налогом. То есть, Если у тебя нет работы, А ты если с ты чего не, будешь платить? а если ты не хочешь просто жениться? а вот Или выйти извините замуж. уж. А если ты гей?
Нет, Подожди, Костя, у тебя какая-то проблема или что? нет, просто я пытаюсь быть толерантным. Как-то это Не слабо толерастом, а толерантным. выходит. Как-то слабо выходит. То есть смотри, а у нас разрешены браки между... Нет, конечно. Браки разрешены, однополые нет. А между двумя мужиками нет, да? Нет, конечно. Это говорят же, однополые. Это в Таиланд. Туда. Так там, где зимуют. Там, Может, где они там и зимуют, сажены. поэтому. Вот тогда, смотрите, получается, если ты не хочешь жениться и работать, то ты должен платить 4%. То есть, А с чего? то есть, если ты работаешь и не женился, не платишь? Или как? Нет, там главное Нет. слово не женился. Да-да-да. Там вообще главное слово 4%, понимаешь? Там не важно, женился, развелся, там по барабану. Ты официально не состоишь в браке и не трудоустроен. Все. У нас полстраны в гражданском браке. Им что делать? все, платить Да? налоги. Платить налоги. Если- Причем и что ей, и как? и ему. Значит, из этого гражданского семейного бюджета 8% уходит. Это пропихнули чуваки, которые проводят свадьбы и, Тамада. и всякие тамадуны и видеографы, которые собрались вместе, скинулись деньжатами, в Госдуму отнесли, сказали: ребята, давайте в этом году что-то по свадьбам маловато, люди мало женятся, давайте на следующий год, а мы вам процент будем отламывать. Прям Но отламывать, честно, откалывать, я, отпиливать. положа руку на сердце, скажу, что это не я. Я не виноват. Но ты не против, я так понимаю. А ты сам-то женат официально? Да. Где кольцо? Покажи. В ломбарде. На Домбыта, 4-й этаж. Грамотная реклама. Это называется интеграция. Ларек. Как? Техноскуп. Техноскуп. Я вот считаю, что неправильный закон. Я тоже считаю, что Да, я тоже. неправильный. 13 все и так уже платишь. Слушайте, мне кажется, самое главное в законах то, как они работают. У нас очень много законов, которые на благо человека, да, тоже на благо человека, но они не работают. Поэтому, да, мне кажется, этот закон тоже также постигнет та же участь. Но вот кто будет за тобой ходить и 4% собирать? Зарплаты вычитывать, которые у тебя нету? Нет, тут надо какие-то поправки, потому что если гражданский брак, и ты докажешь, что ты не один. Реально, Да, вы проживаете вместе. Да, надо тут какие-то доказательства. То... Просто есть же вариант, что люди не могут себе обеспечить свадьбу, там, Да, допустим, да. девушка очень хочет Да. пышную свадьбу, Просто но расписываться не сейчас хотят. нету денег Да, а организовать. простая регистрация не устраивает, охота свадьбу, поэтому они деньги копят, там, 5 лет. Детей 12. нарожали за это время, это очень часто. Очень часто, да. Пока ты не накопишь денег, а это же... У меня первый брак так прошел. Материнский капитал там добавили или что там? За вот первого этот ребенка. Да, за первого Да. ребенка теперь можно получить 460. Слушайте, мне кажется, вот эта вот штука, она А что мужикам не дают, а? Тоже вот потеринский там, Папинский. папинский капитал. За третьего ребенка говорят. Нет, за третьего? Папам, да. Папам? Лично папам? Мне еще 2 надо. Я поехал домой. Пока. Алло, Домой быстро. ты в чем? А мне, получается, тоже надо немножко постараться. Один. Да, немножко, совсем чуть-чуть. А пару раз попасть, и все нормально будет. Папинский Цель. капитал. Папинский. Я вот говорю про первого ребенка. Вот вообще все эти капиталы, они же направлены помочь. А некоторые люди воспринимают это все как Живые деньги. Как как доход. живые деньги, как доход. Но вы посмотрите, я просто... Не начнут рожать ради денег. Так Так я вот тут посчитал, на самом деле ребенок в год, Путинские дети. маленький ребенок, вот этот вот, ну, вот, небольшой. Мячики имеешь? Небольшой ребенок, он обходится, ну не знаю, 300 тысяч точно В год? в год. Ты что-то маленько считаешь. Ну, я просто по самому минимальному. То есть, если ты, конечно, будешь Хлеб, вода, хлеб, вода, пюрешка и подгузник. валенки там свои ему оставляешь. Да. И то, если там тебе родственники будут помогать, подкидывать какие-то вещи, да, чтобы ребенок донашивал за какими-то старшими За бабушками? родственниками. Да, за Не бабушками. велика ли будет кольчушка, как говорят. Кто не знает, Байлак, она профессиональная барабанщица, окончила
консерваторию в Красноярске. Да, ну, академию. Красноярске. Ну, наверное, может быть, Академия. интересно будет узнать, почему ты решила Вернуться. связать свою судьбу с ударными. С ударными. Ну, это случайно вышло у меня. Я поступала на фортепиано в музыкалку. Одноклассника била, короче. О, это мое. Нет, это- Палка била, короче, И такая указкой. до, соль. Просто детей было много в классе фортепиано, и начали всех вот так Ну, это как маленькая, тебя как-то раскидывать, выпихнули из и класса. каким-то образом я попала на ударный, и все, и все. Мимо ударных детей оттолкнули, да? Я упала на ударные. Мне нравится такой вариант барабана, меня выбрали. Вообще хочу рассказать историю. В 2005 году я ездил на Усту-Хуре. Это был мой первый фестиваль, и там мы с группой Васаби играли. Денис Афоничев, может, помнишь такого? Такой светленький, на эльфа похож. И у меня вылетела палка. И вообще там на стенде барабаны стояли вообще вниз. И у меня была всего одна пара палочек, и больше не было. А ты Светки И пока мне кто-то там не принес, я что-то там одной стучал. Мы, короче, заложали песню, мне было неприятно, стыдно, и, в общем, мы никуда дальше не прошли. Поэтому И- ты пошел в И тогда, КВН. и вот, может быть, для начинающих барабанщиков придумать что-то такое, знаете, как варежки на резиночках. Палочки, чтобы лечить. Чтобы вот так. Ну, не для таких профессионалов, как Байлак, а вот для таких, как я в 2005 году, когда был. Вот, может быть, что-то. То есть, дорогие молодые барабанщики, имейте при себе запасную пару, да? Да. Хотя бы Носков. одну. Ну, на самом деле это нормальный рабочий процесс, это не то, что там ты плохо играешь, это нормально, наоборот, надо посвободнее держать, чтобы не было зажатий, там, все, чтобы все было свободно, и то, что палочка падает, это нормально, так что надо, у профессионалов, там, у фермачей так, мировых тоже происходит это. Просто у них, наверное, там запасные. специальный человек лежит, там это, палочка вылетела, он сразу, там какую по цвету, там Ждёт. любую, там какую фирму просто, разные фирмы там. Как в театре, Со суфлер вкусом. же есть, суфлер, Да, да. который подсказывает слова-то актерам, и этот, который тоже лежит, и он вот так просовывает палочки, медиаторы, там, запасные струны музыкантам. Да нет, целую гитару тогда уж что-то. Слушайте, у меня есть такая... Хлопнуло, он выкинул, хоп, сверху прилетел опять дальше. У меня есть такая ситуация, в общем, вот То, мы что ты не сегодня умеешь играть на гитаре. чуть-чуть умею. Он же купил гитару и учится сейчас играть Да. на гитаре. Я в детстве играл в школе. Так в детстве или в школе? Ну, детство в школе. Школа в детстве. Школа в детстве. У тебя детство в школе Нет, я прошло. сейчас вообще не про гитары, я вот как раз тему хотел поднять родительство, да. Меня, знаете, что прям бесит? Дети твои. Вот ты Жена же, твоя, наверное, дети- смотрит сейчас. Нет. Есть такая штука, сейчас модно, в садиках, в школах создавать родительские группы в Вайбере. И вот меня один раз туда добавили, и там начался такой Трэш. Там просто... Короче, я расскажу историю. Там перед Новым годом все мамы выбирали, какой подарок купить детям в садик, чтобы было круто, да. И, в общем, есть какой-то вариант, небольшой подарок, там мишка, внутри какие-то сладости, естественно, и все. И я был там в этой группе 3 дня, и вот они в течение 3 дней выбирали цвет этого мишки. Просто там идет, ну, то есть, я так понимаю, люди сидят, ну, или мамы, ну, скучно бывает, да, кто в декрете, кто где, и просто, мне кажется, кто на Северном полюсе, Кто где? кто на Кто в Таиланде? кто в В Таиланде. Таиланде, кто в детстве. Кто в детстве в школе? И просто, мне кажется, сиреневый, нет, сиреневый плохой оттенок, это не модно. Вау. Тем более песня такая была, сиреневый. Туман над нами проплывает. Я все Давайте эти не песни будем знаю. углубляться Почему, блин? в творчество. Кого Владимира Маркина. Маркина. Не, ну ты хочешь сказать, что они делают проблему из ничего, Из да? ничего, да, потому Ну, что это, кстати, да. действительно это большая проблема. Мне кажется, и вообще в рабочих чатах мне особенно бесит, знаете, что когда утром ты просыпаешься, ну еще спишь,
и кто-то скидывает: «С добрым утром, друзья, пусть день ваш будет солнечным, желания ваши сбудутся». А Мишка желтым. А Мишка же... И вот так вот просто все 800 человек в чате скидывают: «Всем привет!» А во сколько Да, в это классе открытка, детей? да, вот это все. 800 человек в чате. Слушайте, ну, Причем с мало 5 утра многокомплектная школа у нас. Как? Мест же не хватает, говорят, в школах. 800. Нет, ну допустим 300 человек, 30 человек в классе. Это по 2 родителя, это уже 60 получается. Да. Там еще, может, А там бабушки. еще бабушки, тёщи. ну дедушки вряд ли. Да и отцы, наверное, тоже. И отцы. Вот Ну, если вот. отцовский вот такой вот этот сделать, да, В чат? отцовском чате вообще Вообще- ничего. Там Футбол, рыбалка и бабы. Чё, вчера смотрели футбол, да? Че, наши выиграли? Отстой. Все, молчание. Какой Мишка? Да какой Мишка? Я же вам бабки дал, купите просто Мишку, пожалуйста, чуваки. Я вам столько денег дал, что вы живого можете купить. У меня, допустим, проблема. У меня сломалась машина. Опять. Я об этом напоминаю. И механик, который ее чинил, извините за выражение, забухтел. Короче, неделю его уже нет, он неделю не может починить мне машину. Вот в этом у меня проблема. И хотелось бы обратиться к этому человеку. И я Зачем? хочу обратиться к людям, которые занимаются вот такой работой. Будьте поответственнее, друзья. В такой мороз ходить пешком очень неприятно. Ну вот и все, закончилось. Нет, кстати, вот я хочу о чем сказать. Это правда? То есть я, наверное, должен лучше вас это знать, да? Что Шага наши депутаты перенесли на сутки, по-моему, так, да? Нет, я не знаю. Я об этом не слышал. И теперь Шага, по-моему, с 23 на 24. Очень удобно. У нас народ на 23 бухать не будет. Твой механик, наверное, будет. Да, этому по барабану. Он и в Рождество, наверное, в кашу был. Поэтому на Шага пить же нельзя. Да? Да, как и на Вообще как бы Рождество. пить нельзя. Как и Но на Шага крещение. особенно. Да, на крещение. Вот на крещение, кстати, очень много было пьяных. Я вообще просто обалдел. Кстати, я там встретил будущий гость нашей теле-еле передачи. РС Апты, он тоже был, но он был трезвый. Там мои друзья все были трезвые, а вот не друзья, прям Враги, вражины, немцы шли, американцы все пьяные. все пьяные. Дональд Трамп вообще был тоже Вообще был. в ума. А он как всегда был просто, наверное. Сборная Бельгии вообще просто. Тимати. И диджей Дли. Слушайте, помните, была история, когда Тимати и рэпер один, Грув, или как Ты это? очень Гуф. Ты очень хорошо сказал Тимати и рэпер. Ну, что Тимати, видимо. Да. Тимати и один рэпер, Гуф, записали песню про Москву, сняли видеоклип, который набрал что-то очень большое количество Дизлайков. дизлайков. Не очень большое, а было где-то в раз в 10 больше лайков, короче. Лайки, наверное, поставили сам Тимати и Гуф. 2 было. Даже Black Star, короче, походу, дизлайк весь поставил. Поэтому Крида уволили. Когда помимо Крида там половина же... Ну, в итоге получается, а у нас есть такие артисты, ну, не рэперы, да, которые пишут песни о нашем любимом городе Кызыле. У Еры есть песня, да? Да, Как есть. она Но у них крутая Кызылым. песня, не как у Тимати, конечно. Мой козел. Не как у Кызылым. Тимати любая песня. Да, так, по-моему, и клип такой ништяковый. Да, вот Байлак может рассказать про клип. Мы снимали как раз Ова Медиа. В каком году мы снимали? В 17-м? Что-то там зашипело за камерой. Ну вот. 15-16 вот подсказывай. Не 16. Сейчас подерутся. Сейчас операторы у нас подерутся. Я помню, мы короче. таскали на крышу 9-го этажа дома. Солиста? Так, барабаны, мои барабаны там через всё, чердак. А вот сил не хватило, так закинуть? Ну ладно. Видели клип? Я видел, Я мне нет. понравилось. И съемка, и очень крутая, и песня очень крутая. Особенно вот Песня эти, классная, артисты, да, песня да. классная. И особенно Байлак вот эти круто отъезды играл. на коптере, когда вот так вот, Отлеты. отлеты, да, отлеты вверх. Мне кажется, вообще
любой кадр, любой клип, вообще любое произведение, да, на камеру можно сделать эпичным просто на коптере, когда вдаль улетает. Просто люди мусор убирают, и ты просто И музыку наложить, из да, терминатора. Следы с кашуману ест и так. Да. Сегодня что мы обсудили? Сегодня нас бесили те люди, которые По утрам. по утрам пишут в Вайбере, да, ни к черту. Ладно, там, как говорится, По делу. когда ты выбираешь, какого цвета медвежонок должен быть, да, 3 это дня. действительно важно на самом деле. Да, 3 но дня. не нужно проблему из этого делать. Да. Вот. Да, Не еще. нужно, да, и нужно уважать чужое время. Если ты хочешь кому-то написать «доброе утро», напиши ему конкретно в личку. Зачем всем это знать? Молодым барабанщикам мы рекомендуем, На резиночках палочки. Да. Палочки. Да. чтобы не приключалось Ну и запасные палочки. рядом. запасные Ну или шестерку, короче. И чувак по Да, барабану. подает. да. Лучше, Да, этот вариант шестерку, лучше. которая будет подавать всегда. Дорогим Там нашим, кофе, нашим автотехникам желаем, ответственности. Про эти 4% налог, что да, и дорогие Не надо. наши мамочки, не думайте, что эти 400 тысяч или сколько дают за ребенка За решат. второго 616 тысяч дают. О, тогда подождите, давайте перепишем этот момент. Там же лям получается. Первый взнос на ипотеку. Не, вот что, тебе дают 400 за первого, 460 тысяч, и плюс 150 за второго. А. Вот таким образом. В общей сложности получается. То есть это не отдельно. это Мелочь, да, для вас? Ну, нифига вы. Респект дня. Ну и давайте выразим какие-то респекты. Я хочу выразить респект всем людям, которые по утрам просыпаются с хорошим настроением и не начинают раздавать там плохие какие-то флюиды, а именно хорошее настроение. Человек, вот когда выходит, вот у меня в магазине, вот и в котором я все время по утрам покупаю там продукты или что там, молоко. По утрам я в основном за хлебом меня гоняет жена, чтобы я хлеб за ночь заканчивается. Жру я по ночам, короче. Вот. И там всегда вот на кассе сидит девушка, которая всегда улыбается всем покупателям. Она разговаривает, там, пока она отбивает там товар, она все время общается, там, как. Вчера вот случай был. Ехали Да в нет, ну поезде. не в таком смысле. Я имею в виду, что она прям там разговаривает на какие-то отстраненные темы, которые отвлекают там от повседневности, да, от серых будней. Вот я хочу выразить таким людям, которые прям всегда на позитиве. Кайфуй. весело живем на кассе. Тут давичи мы. Как там музыка-то Эй, Я хочу девчонка. выразить респект тем людям, которые прославляют свой родной город. Пишут песни, стихи, как-то еще, может быть, какие-то сюжеты Ты про снимают. Тимати? Что-то еще. Нет, я про тех, кто Мне кажется, Кызыл, он татарин. конечно же. Нет, он по Те, кто- национальности татарин, но он москвич. Те, кто любит свой родной город, неважно, Кызыл, Москва это или там Благовещенск, неважно, вот им респект. Ну, то есть Тимати в том числе. Ну, конечно. Но у Хоть него он и не просто, рэпер, но все равно у ведь него не получилось человек. просто. Нет, а я его уважаю за то, что человек, не используя там родительских денег, Не используя? Вообще не ни использ- капли. Он не использовал ни капли. Никогда. Никогда. Ну, в начале. Ни на фабрику звезд, ни на первоначальные капиталы клипов. Вообще Я не вообще его использовал ни уважаю разу. за то, что он дружит с Из Рамзаном низов. Кадыровым. Я вообще уважаю всех людей, которые дружат Дружит с Рамзаном Кадыровым. Я там большой список, там вот Ты половина большой специалист по Рамзану Кадырову. да? Кадырову, я его не видел ни разу. Он всех уважает. Но уважаю, вот просто респект. Ну, главу, потому что он дружит с Рамзаном Кадыровым. Ну, главу этого... Кызыльского района. нет, Грозного. Мэра Грозного. Мэра Грозного. Потому что он его А племянник. прикинь, а вы знаете, как зовут мэра Грозного? Иван. О. Иван Грозный. Иван Грозный. Иван мэр Грозного. Байлак, ты кому хочешь выразить респект и почему? Я хочу выразить респект, ребята, вам, что вы собрались и делаете такую клевую, веселую передачу. Спасибо. На самом деле это очень весело и позитивно, мне кажется.
И чай на халяву попила. Чаек вообще вкусный. Ну да, давайте и мы поблагодарим Байлак за то, что пришла. И... Да, выделила и в своем плотном графике время на то, чтобы посетить наши посиделки вот эти вот. Небольшие. Огромное тебе спасибо и желаем тебе в этом году, вот, чтобы все твои планы вот, прям воплотились на 150 миллионов %, и чтобы ты перестала входить в то число, которое должно платить 4%. Да, желаем тебе. Да, чтобы на следующий Мужика год, тебе надо. на следующий год, чтобы ты пришла к нам уже с кольцом, уже вся такая. Да, пусть в ломбарде И чтобы будет. за камерой стоял муж там. Че там шутишь над ней, эй? Да иди! Из Грозного, что Да, ли? Иван, Ваня из Грозного. Давайте выразим общий респект тем людям, которые есть всегда хорошее настроение, и они делятся своим настроением со всеми вами, нами и со всеми людьми нашей вселенной. Всем спасибо. Байлак, спасибо, что пришла. Тебе спасибо, что... В очках. Тебе тоже спасибо. И мне спасибо. Всем спасибо. Пока.